Обзервшимыз сгуянаgut зцаракосумуп, сергис гуанагара сварстахуп, обратия цохтонпей имя песо захтескорзеха. Я еще вчера ответил на резолюцию Амцахара и хочу подчеркнуть сегодня, что буду исполнять свои полномочия согласно срокам, установленным Конституцией Республики Абхазия. Вчерашнее собрание Амцахара, участники которого позволили себе высказывания, которые не вписываются ни в какие нормы абхазской морали и политической культуры. И это не имеет ничего общего с идеей построения государственности. Более того, ведет нас в сторону от нашей общей цели. Организаторы этого мероприятия имеют самое прямое отношение к тому тяжелому положению, в котором находится сегодня наше государство. Это они безоговорочно поддерживали паспортизацию в Галском районе. Это они молчали, когда разворовывались средства российской помощи. И все потому, что им это было выгодно. Все институты государственной власти были подорваны. Страна, у которой есть уникальный потенциал, лежит в разрухе и вынуждена постоянно просить о помощи для решения своих социальных проблем. На каждом детском садике и каждой школе, которые преподносятся лидерами оппозиции как великие достижения, прекрасно погрели руки представителей ушедшей власти. Изменить эту ситуацию в одночасье невозможно. Для этого у власти пока не достает средств и механизмов. Однако, несмотря на все это, мы стали ориентировать развитие нашего государства по единственному перспективному пути – расширению наших собственных возможностей. Именно с этим связаны мои поездки по регионам России. На это нацелено укрепление дисциплины в налоговой сфере и банковской системе. Мы уже стали получать первые результаты. Налоговые поступления, как я уже отмечал, выросли почти на 500 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. На такую же сумму осуществлен возврат кредитов. Мы приступили к выплате внутренних и внешних долгов, которые были сделаны предыдущими властями и были в основной массе лишены какой-либо целесообразности для нашего государства. Но с этим уже ничего не поделаешь. Нам оставили в наследство порядка 3 миллиардов внешних и 800 миллионов внутренних долгов. И это при собственном бюджете в Абхазии на тот период не более 2 миллиардов с лишним рублей. Сегодня это порядка 3 миллиардов с лишним. Хочу подчеркнуть, мы осознаем непопулярность мер, связанных с введением новых платежей, таких как пошлина на орех. Но все мы должны понять, что содержание государства – это долг каждого гражданина. Если мы не хотим содержать наше государство, то кто это будет делать вместо нас? Мы его защитили, мы его будем строить и содержать должны сами. Мы благодарны России за помощь, которую она нам оказывает. У нас нет и не может быть другого союзника, кроме России. Договор, который мы подписали в прошлом году, нацелен на расширение нашего союза и стратегического партнерства по всем направлениям. Мы будем твердо придерживаться букве и духу этого договора и тем соглашениям, которые будут подписаны в его развитии. Когда мы пришли во власть, мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы преодолеть раскол в обществе. В своей кадровой политике мы не руководствовались принципом «свой-чужой». Мы хотели объединить общество во имя достижения наших общих целей. Но оппозиция не поняла и не поддержала наш настрой. Вчера мы наблюдали не что иное, как попытку реванша сил, которые довели Абхазию до глубокого экономического кризиса. Причем любой ценой и в ущерб долгосрочным интересам нашего народа. Пусть они вспомнят, почему народ отказал им в доверии. Это было связано с их политикой, направленной на подрыв наших национальных интересов. Когда массово раздавались наши паспорта и подрывался институт гражданства Абхазии. Народ остановил их. Были отменены их опасные решения, которые закладывали мину под нашу государственность. Пусть не думают, что у людей коротка память.
Мы не допустим никаких противоправных действий и будем жестко их пресекать. Хотя слово «жестко» многим из них не нравится. Я хочу вновь обратиться к нашим людям. У нас внутри могут быть политические разногласия, но они помогают правильно решать существующие проблемы. Власть будет последовательно защищать Конституцию и закон. И в этом залог стабильности и благополучия нашего государства. Планируете ли вы проведение какого-нибудь мероприятия, круглого стола, общения с различными политическими силами, и Амсахарой, и многими другими? Вот, есть ли у вас в планах такое мероприятие? Да, мы прорабатываем сегодня соответствующие мероприятия. И что касается возможности диалога, он существует. И никто не говорил о том, что мы закрыты. У нас, вопреки тому, что делается, говорят о том, что телевидение закрыто, что их никого не допускают туда. Мы говорим, пожалуйста, приходите. И вчера я еще раз сам лично, чтобы не было никаких лишних разговоров, дал указание показать весь съезд политической организации Амсахар. А дело нашего народа принять то, что там говорилось, или нет. Все выступления на Амсахаре, здесь на митинге, ваши выступления сейчас дополнительно, все это дает какие-то разъяснения. Почему вот есть институты у нас интеллигенция, есть экономисты, есть министерство. Они не ездят и не объясняют людям. Заметили вы правильно, наверное, не хватает нам той работы, которая позволила бы донести до людей ту реальную картину тех процессов, которые происходят в Абхазии. Мы нацелены на эту работу, и делать это должен не один президент. В этом должны принимать участие все структуры власти, начиная от большого и до маленького чиновника. Тем более, когда есть соответствующие результаты, которыми можно, во всяком случае, гордиться при всех тех сложных ситуациях, которые складываются в стране. Скажите, пожалуйста, насколько вы сегодня уверены в своей команде и ждать ли нам каких-то кадровых изменений? Ну, во всяком случае, в своих людях, как вы сейчас заметили, я уверен. Люди работают. Да, у каждого разный потенциал, но они хотят, чтобы результаты были существенными. И если у кого-то это не получится, конечно, будут соответствующие выводы. Но хочу заверить вас, работа идет, и она выполняется пока на этом этапе качественно. Вы сейчас только что говорили о том, что бывшие власти смогли там погреть руки представительства каждого садика, там, каждой школы и прочее, и что у нынешней власти нет средств и механизмов для изменения ситуации. Что вот вы имеете в виду? Какие механизмы, какие средства и когда они появятся? То, что касается факта, о котором мы уже давно говорим, по поводу неэффективного использования тех средств, которые поступали из Российской Федерации. Разве не показатель, когда можно сравнить цифры нынешнего года, когда нет той российской финансовой помощи по линии инвестпрограммы, и 2013 года, когда была наибольшая сумма российской финансовой помощи в Абхазии, и когда бюджет собственных возможностей был выполнен всего чуточку более чем 75%. Кому-то не нравится понятие мультипликативного эффекта, но он должен был сыграть на том этапе. И бюджет собственных возможностей должен был намного возрасти. Так у нас, не имея тех средств, которые должны были быть, как в качестве российской финансовой помощи, мы, да, использовали соответствующие механизмы. Мы администрировали вопросы, связанные с налоговыми делами. Мы усилили контроль. Мы получили отдачу. И отдача серьезная. Когда мы говорим, что нет соответствующих возможностей, это то, что касается определенных работ по изменению ситуации в налоговой системе. Тех схем, которые, к сожалению, мы пока еще не изжили. Слишком много контрольных проверок различными структурами, что усугубляет отношение к власти. А эффекта от этого
особого и нет. Мы сегодня говорим о том, что проверок должно быть меньше, количество поступающих платежей должно быть больше. Они могут быть только тогда, когда мы проведем четко работу по этим направлениям. Вы посмотрите, после проверок контрольной палаты, что выявили? Все годы у нас практически существующие РУПы и МУПы ничего не дают государству. Продали всю ту собственность, которая была у них, остались только площадя, теперь распоряжаются этими площадями в виде соответствующих арендных договоров. Передают муж или жена своим близким родственникам в арендные отношения, потом этот же родственник передает в субарендные отношения эти же объекты другому уже лицу. Все получают, все счастливы, все довольны, кроме государства. Вот о чем идет речь. Другого я ничего не предполагаю. То же самое касается и того же ореха. Много я слышал за последнее время о том, что у нас ореха в стране производится 12-15 тысяч тонн. Ребята, а кто дал такие статистические данные? Кто посчитал это реально? Никакого подсчета ни земельных угодий, на которых находится этот орех, никто не знает толком. И никаких статистических данных по таможне нет о вывозе этого ореха. Так мы впервые пошли на то, чтобы получить эти статистические данные. Да, мы ввели платежи. А как же мы хотели государство строить? Сегодня практически, если сравнивать даже те же цифры прошлых лет и нынешнего года, в прошлом году было вывезено порядка 900 тонн ореха, государство получило 0. В этом году за 1,5 месяца вывезено более 500 тонн ореха, и государство получило около 15 миллионов таможенных платежей. Мы же эти деньги с собой уносить не собираемся никуда. Мы нацелим их на то, что завтра нужно будет проводить соответствующие работы по весенним полевым работам, улучшать качество жизни сельчан. После визита главы Татарстана Рустама Минниханова в республике активно ходили слухи о том, что единственный молокозавод, который вот такими затратами за столько лет мы кое-как построили, продали, все продали. Расскажите, пожалуйста, все-таки в чем был предмет разговора с главой Татарстана и какова судьба предприятия? Я думаю, что судьба у предприятия будет достаточно положительная. Есть определенные наработки, ведутся переговоры, потому что включить в этот процесс представителей и татарской стороны. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите результат. То есть мы его не продаем? Мы не собираемся пока никому ничего отдавать. Мы уже многое, что продали. Нам уже пора возвращать многое. Оппозиция заявляла о том, что их целью является проведение референдума и вынесение на референдум вопросов о власти. А как вы оцениваете их дальнейшие действия, правовую оценку о том, что с резолюцией, с тем поведением, которое вчера было? Есть в резолюции такой посыл. 6-й внеочередной съезд политической партии Амсахара подтверждает выводы предыдущего съезда и считает, что установившийся путем государственного переворота режим не смог и не способен обеспечить данным обществу обещания. Ребята, хотел бы спросить, если они считают это государственным переворотом, то с какого боку они принимали участие в предыдущих выборах? Они же приняли участие в этих выборах. Если бы победил бы кандидат Бжания, риторический вопрос, они продолжали бы говорить о государственном перевороте? А что касается действий, у нас есть на то соответствующие органы, будет дана оценка всем тем высказываниям, которые прозвучали на этом съезде, и будут приниматься соответствующие меры. Никому не позволительно разрушать государство. Скажите, вот поводом, не поводом, а такой достаточно серьезной причиной для отставки прежнего руководства страны явилась паспортизация жителей Галского района. Это серьезная проблема, которой та власть споткнулась. Скажите, кто-нибудь понесет наказание за эти незаконные действия? Я еще раз обращаю ваше внимание, новый начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры
Все эти материалы вновь подняты им, и вы в ближайшее время увидите результаты этой деятельности. Одной из главных претензий оппозиции, что не поступает в планируемых объемах российская помощь, и именно поэтому, значит, отношения с Россией не выстроены. Отсутствие, предположим, тех денег, которые предназначались Абхазии по линии целевых программ, вернее, инвестиционных программ, это не означает, что ситуация с Россией у нас ухудшилась. Я еще раз хочу заметить, я говорил уже неоднократно, по текущему финансированию деньги идут, и мы получаем соответствующую помощь по линии силовых структур, по вопросам, связанным с культурой, образованием, здравоохранением. И мы благодарны России. Но то, что касается тех сумм денег по инвестпрограмме, их нет на сегодняшний день. И это не означает, что мы должны умереть. Мы должны научиться зарабатывать самим. Это нужно делать. И я надеюсь на то, что нас люди поймут, уверен в том, что поймут. И те деньги, которые предназначены для Абхазии, через какое-то время все равно будут иметь место в нашей работе. Нужно просто подождать. Хакфартахан при обсна стратегия Сара процентр для Днестра Тюмени Скадарчутова повысить на улу обсна чурият программа из программы. Сгуяна год ариз загираб хедзати шачопхан ван загиран программа аус здорового хцарава урдги матемкан экономика تقول عشان أتقرر أرتد أخاي خا حرت حتراوا إنستيتوت كو بيوس زواز алархна يخا Олег Днестр и падес хагу абриагупа она имя пыргазаус сгуяна год дарадза хапха ай хахвабха уже хапха петрагаштех хагуитоп а форум экономика форум амяпгара Араялов ход и рацудзена асастра обрай абри харти и бахто абртхуско зеге акятко и кудершо разыгивают ас хала цаверти пшата глаза ча пахцат хмито. Как вы считаете, возможно ли на какой-либо почве, какое-либо основание может ли быть для того, чтобы договориться с теми людьми, которые вчера выступали, и есть ли такая вообще возможность пойти друг другу навстречу? Вы знаете, всегда есть возможность договориться. Нужно просто хотеть говорить. Вот я слышал там, выступая на пресс-конференции оппозиционных сил, говорилось о том, что вот был договор не выполняется по поводу возможности привлечения всех кандидатов, когда мы шли на выбор. Было всего 4, если помните, кандидатов. Из 4 3 работают в этой команде. Предлагалось и Бжания, но потом я подумал и пригласил в качестве секретаря Совета Безопасности человека, который сделал для Абхазии больше, наверное, чем те, кто мог претендовать на эту должность. Герой Абхазии Мухаммад Килба. И он сегодня продолжает работать в этой должности. Мы открыты и для дальнейших разговоров, но ту риторику, которую они используют, те ультиматумы, которые они ставят, они неприемлемы. Таким тоном разговаривать, думаю, будет очень сложно. Ну, еще один такой момент, если вы мне позволите, по поводу цифр. О том, что оппозиционные силы и вчера об этом говорили, и на своей пресс-конференции, о том, что цифры не те, которые озвучиваются, мол, нынешними властями. Ну, я просто приведу в пример. Когда Алхаз Квециния говорил о том, что как можно сравнивать цифры 13-14 года с цифрами нынешнего года. Ну, человек перепутал, наверное. Олимпиада в 2014 году была, а не в 2013 году. А что касается якобы цифр, которые имеют место
вот в качестве показателей по курортному сезону могу привести данные. Я уже о них как-то говорил. Просто, наверное, в тот период как-то этим цифрам не уделялось особое внимание. Эти данные российской стороны, а я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что на границе российские структуры не пропускают ни одного человека, не проверив и не внеся его в соответствующую базу. 2013 год пропущено лиц всего 5 миллионов 52 тысячи 613 человек. Это данные на 22 сентября, на этот период. На 2014 год данные 4 миллиона 644 тысячи с хвостиком. И 2015 год 6 миллионов 739 тысяч с хвостиком. Сильная разница с 2013 годом, думаю, нет. И показатели тех же транспортных средств. В нынешнем году 1 184 000 машины, а в 2013 году 750 тысяч машин. Ну, я думаю, что и тогда можно было бы получить лучшие результаты. Но, к сожалению, некоторым господам не понять этого. Трудно, наверное, считается. Что касается тех показателей, которые мы сегодня имеем, и то, что мы планируем. На 2016 год мы заявили о том, что готовы поднять бюджет собственных именно возможностей практически 5 миллиардов 700 с чем-то тысяч. Я думаю, что будет это очень сложный процесс для нас, для всей системы, но его вполне можно будет реализовать. Мы уже заложили на 2016 год целевые отдельные программы, которые предусматривают работы по здравоохранению, по образованию, по туристической сфере деятельности и отдельные мероприятия по аграрному сектору. И эти суммы достаточно значимы для нашей страны. И они будут реализованы. Понимаю, что это нельзя сделать за один год, поэтому эти программы, все эти шаги нацелены на год, 2, на 3. Думаю, на мой конституционный срок хватит. А там жизнь покажет, кто лучше меня это сделает.